Животный мир Якутии богат и разнообразен. Здесь насчитывается 280 видов птиц, начиная от тех, кто занесен в Красную книгу России и Якутии, это стерх, кречет, беркут, орлан-белохвост, и заканчивая обитателями городской среды, полевыми и домовыми воробьями. Но среди этих видов птиц есть маленький хищник, представитель семейства соколиных, обыкновенная пустельга. Ее часто можно видеть над лугами, полями и другими открытыми пространствами, где она высматривает свою добычу – мышевидных грызунов. В последнее время ее можно встретить и в городской среде, поскольку она может поселиться в нишах многоэтажек, которые напоминают им место обитания их предков – скалы. В зоопарке Артодайду обитают 4 пустельги. Всех 4 в зоопарк привезли люди. Корреспондент Ясья также привез орнитологам зоопарка найденного птенца пустельги. Я его нашла в селе Булганихтах в Ангалатском районе на каменистом берегу. Вполне, в принципе, он такой спокойный и вот, как видите, сидит у меня на руке. Назвали мы его Хорус. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот наша птица. Сейчас посмотрим. А вот крыло, да. Сломано, да? А вывих, по-моему, или перелом даже. Ну, птенец этого года слеток, то есть ему буквально 3 месяца где-то. Как оказалось, пустельга довольно частый гость в зоопарке. Люди, обнаружив их у населенных пунктов, считают, что птица ранена и нуждается в помощи. Однако зачастую это бывают птенцы-слетки, которые только учатся расправлять крылья и взмывать в небо. Слетков собирают, думают, что их бросили родители, а у них этот период называется слеток, то есть они вылетают из гнезда, они глупые, доверчивые, человека подпускают, ну и человек ошибочно его принимает за больного, раненого, приносит. Но, конечно, и часть процентов есть раненых, но большинство все-таки здоровые птицы. Слетков желательно вообще не трогать. Как выяснилось, пустельга не единственная птица, которую люди часто приносят в зоопарк Артодайду. Как нам рассказали работники заповедника, первой птицей был коршун, которую привезли из Кобяйского района в далеком 2000 году. Его перелом крыла, он у нас сторожил, это в 2001 году. Привезли его, да? Да, даже в 2000 году его привезли, тогда еще зоопарка не было, был реабилитационный центр. И реабилитационный центр передал, уже как нам. После него стоит орлан-белохвост с Абыйского района. Так вот, уже им по 15-14 лет. Нам вот бородатых нет, кстати, принесли, это крупные совы, у них проблемы и с оперением было, и с крыльями. Все это находят в окрестностях Якутска. В основном. И в близлежащих районах это Хангаласские, Мегино-Кангаласские и Намские в основном. Редко бывает, что из севера отправляют. Помимо коршуна здесь можно встретить ворону альбиноса и беркута, которого нашли работники аэропорта Якутск и взяли под свою опеку. Был крайне истощенный. Когда ветврачи осмотрели, у него нашли старый перелом. Птица была истощенная, вылечили. Но уже в природу он не способен. Постоянно есть случаи, когда приносят водоплавающих, то есть дичь – это утки, гуси, также хищные птицы стрелянные. Обычно это после сезонной охоты или весенней, или осенней. В большинстве случаев они безнадежны, так как в теле их находится свинцовая дробь. У них происходит свинцовое отравление. Нашли птицу, и решили оставить ее у себя. Какие можете дать советы? В летний период желательно не беспокоить, но стоит посмотреть на поведение. Если никаких видимых повреждений нет, лучше оставить, скорее всего, это слеток. То есть он вылетел из гнезда, и он доверчив. Опущенные крылья, какое-то ранение, кровь, то в этом случае еще можно изъять. В городских условиях возможно вырастить птицу? Дикую птицу в домашних городских условиях невозможно вырастить. Возвращаясь к нашему питомцу Хорусу, немного расскажем об этом маленьком соколе. Пустельга небольшой размером с голубя сокол. Длина самок 33-38 см, самцов 31-35 см. А вот размах крыла гораздо больше, их самих от 70 до 80 см. Весит пустельга совсем немного, от 150 до 240 грамм. Зрение у этой птицы великолепное, и что самое удивительное, пустельга способна
способна видеть в невидимой для человека ультрафиолетовой части спектра. Это помогает охоте на мышей и полевок. Верхняя сторона тела у птицы рыжая, хвост длинный, ступенчатый, крылья длинные, более закругленные, в отличие от других соколов. Голова и хвост серые. Характерная черта пустельги – ее частое трепетание в воздухе на одном месте, с поднятыми крыльями и немного опущенным хвостом. От этого она получила свое старорусское имя – трясулька. При тревожном состоянии издает одиночный или быстро повторяющийся пронзительный крик – колокольчиковый, отсюда ее латинское имя – звонкий сокол. В названии этого симпатичного сокола почтительности не ощущается. Пустельга почти что пустышка. Закрепилось нынешнее русское название вида во времена расцвета соколиной охоты, когда достоинства пернатых хищников оценивали искусством красиво атаковать птиц в небе. Попытки воспитать из пустельги ловчих птиц оказались тщетными. Соколятники сочли это пустым, да так и нарекли. И напрасно. Стоит только чуть внимательнее присмотреться к его добыче, и станет ясно, что маленький сокол – большой друг человека. Охотится пустельга неустанно, добывая за день от 10 до 20 зверьков, то есть свыше 1000 грызунов за лето. Посчитано, что пара пустельг надежно защищает от грызунов до 10 гектаров посевов. Существенная прибавка к урожаю, чтобы относиться к этой птице с должным почтением. Пустельга – птица перелетная. Она зимует в Африке, на Ближнем и Среднем Востоке, в Закавказье, Туркестане и Южной Азии. В средней полосе России и в Якутии пустельга появляется весной раньше многих птиц, в первой половине апреля. К середине мая птицы уже на гнездах. Как и другие соколы, пустельга сама гнезд не строит, а поселяется в старых гнездах серых ворон, грачей и других врановых птиц. Если прошлый сезон был удачным, то птица вернется на прежнее место гнездовья, и пару он себе выбирает на всю жизнь. В нашем случае пустельга оказалась трехмесячным птенцом. Вначале сотрудники зоопарка решили, что у хоруса сломано крыло, но, как после нам сообщил ветеринар Иван Ефимов, птица внешне никаких повреждений не имеет, но, возможно, есть внутренние. Время покажет. Мы будем надеяться, что наш прекрасный хорус еще взлетит в небо и почувствует вкус свободы. Ведь всех птиц, которые в состоянии летать, сотрудники зоопарка отпускают на волю, как только те окрепнут. Надежда Ефимова, Николай Необутов, Джулстан Трофимов, ЕСЯ.